Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы погадаем опять на одну позицию, как будто бы это индивидуальный расклад, на вашего мужчину, его откровение перед вами. Хочет ли он быть с вами? Новости и подсказки от этого мужчины. Мы разберем ваши отношения, мы поговорим с вами о ваших отношениях и поймем, насколько этот человек действительно в вас заинтересован. Насколько вы имеете потенциал для того, чтобы быть вместе. Карты Таро подскажут. Обязательно смотрите. Если вы нашли это видео, оно все равно даст вам какие-то наставления. Вспомните о том, что Вселенная никогда не показывает вам то, что вам не нужно знать. Поэтому смотрите, все равно полезное для вас будет. Представьте вашего мужчину, обязательно его визуализируйте рядом с вами сейчас. Произнесите мысленно его имя, лучше 3 раза. И мы с вами сдвигаем. Кто ко мне пришел, давайте сдвигайте мысленно вместе со мной. Вы же у меня на сеансе, вы ко мне пришли на расклад, на гадание. Гадалка вам погадает, да? Что там на дне? А вот он на дне у нас. Король мечей сегодня на дне. Строгий. Ну, такой вот прям весь правильный, дисциплинированный. Холодненький товарищ. Умненький. Или очень хочет казаться умным, да? Выправка у него есть. Может быть, даже в армии служил такой человек. Или, при военной кафедре где-то учился. Видите, какой вот он интересный, красивый. Или просто для вас, очень-очень симпатичный, харизматичный, интересный. Сам явился на расклад. Значит, высшие силы хотят вам действительно какую-то очень полезную информацию передать. Давайте смотреть эту информацию. Что было в прошлом между вами? Кто вы и кто он? Так, что в прошлом? Кто вы и кто он? Ой-ой-ой, тут смотрите, как интересно. В прошлом 6 мечей показывает, что как будто бы был, извиняюсь за машину, окно открыто, переход какой-то. Переход вот в ваших отношениях в новую стадию или от одного качества в другое. Вот такое вот ощущение, что, может быть, даже выражается отъездом. Может быть, этот человек часто разъезжает куда-то или находится на расстоянии, или находился в прошлом. Может быть, держал дистанцию в прошлом. И также, конечно, вот этот переход, это вот изменение, да, оно произошло для вас как-то плавно, как-то вот так незаметно, и вы не поняли, как между вами образовалось это расстояние, как между вами образовалась пропасть, может, даже. Вы знаете, карта, она показывает иногда и совместный переезд, но который приводит в итоге вот в отношениях-то к кризису, потому что адаптироваться надо. И просто даже вот по этой карте иногда бывает, что человек бежит от проблем. В отношениях появились проблемы, и человек бежит от проблем. И опять же идет адаптация, да, идет изменение в отношениях, идет перемена планов даже бывает. Такая совершенно, может быть, для вас-то неожиданная, но оно нарастало, понимаете, оно медленно так шло, медленно нарастало. А потом бах, и получился некий кризис, да. И вы человек с широкой душой, щедрый человек по отношению к нему. Вы готовы даже на второй шанс. Тут у нас 3 знака зодиака земных, да, Телец, Дева, Козерог изображены на карте туз пентаклей. Но вы-то ждете второго шанса. Вы насыщены земной энергией в плане серьезности отношений, как у этих знаков. И вы, конечно, расположены к человеку. Вы ждете чего-то от него, и ждете от небес неких подарков, неких, может быть, сюрпризов. Вы также знаете, что можно работать над отношениями.
Вы также знаете, что любым отношениям нужен второй шанс. Вы более оптимист такой, да, в этих отношениях. Но вы почувствовали именно в этой колоде, туз пентаклей у нас зимний, да, вы почувствовали холодок. Все карты вот у нас такие холодные, да, тут мечи, тут у нас туз пентаклей. Вам кажется, что в отношениях холодно. Несмотря на то, что вы более оптимистично настроены, вы готовы что-то делать, вам холодно. И девятка мечей с его стороны точно показывает, как он мучается сейчас. Его изнутри буквально раздирает, его мучают ночные кошмары. Он испытывает депрессивное состояние такое внутреннее. Ему плохо, и перед вами ему как-то стыдно почему-то. На сегодняшний день именно стыдно. Такой человек погружается в внутренние собственные переживания, и ему ничего не мило. Он начинает мучиться изнутри тем, что его грызет. Вы знаете, как внутренние демоны его съедают. Поэтому, когда мы видим эту карту, да, девятку мечей, она такая вот горькая для него, ему очень горько сейчас. Мы знаем, что его могут трепать как ваши отношения и чувство вины перед вами, что он поступил как-то плохо, да, что либо проявил жестокосердие, либо поступил просто неправильно, грызет себя, да, за неправильный поступок, либо за свое холодное сердце. И, естественно, когда он из этого выберется, да, то есть вы-то, может быть, и не знаете, что у него так плохо внутри. Я вообще, знаете, я к этой карте отношусь довольно, с одной стороны, серьезно, а с другой стороны, я ее хорошо знаю, потому что это надуманные страдания. Вот он преувеличил все плохое, что есть в этих отношениях, и все плохое, что он сделал, он еще преувеличил. Вы как будто бы, может быть, ему сказали что-то, что он поступил как-то не так, и он поэтому накрутил, вот понимаете? Может быть, с вашей стороны был какой-то, не знаю, момент критики или намек хотя бы. Извиняюсь за машины. Сегодня, обычно у нас тихенько, да, а сегодня вот я открыла окно и началось. Вы знаете, он как будто бы разбираться начал, да, в себе, вот ковыряться. И, какой я мужик? Вот какой я мужик? Разве я мужик? Разве вы видите перед собой мужика здесь? Нет, я не мужик. Я вот не настоящий мужик. Даже вот такая вот самоирония, да. И, естественно, как он будет строить нормальные отношения, такой человек? Он сейчас погрузился в это, в сатурнианские энергии. И теперь давайте посмотрим тогда, есть ли у него чувства к вам. Какие, да? Какие у него к вам чувства? Вот видите, 4 кубков. Чувства у него на самом деле были и есть. Но он их сейчас игнорирует, прячет, не замечает будто бы этих чувств. И всеми силами пытается сделать вид, знаете, такой игнорирующий, скучающий. Как будто все надоело, все замучило его. Вот знаете, как будто бы ничего не надо. На самом деле кубки, они всегда означают полное небезразличие к вам. И внутри у него вот эти чувства, они теплятся. Но, однако, человек настолько сам к себе негативен, что он в итоге негативен и к любимому человеку, и к окружающим. Мир – это зеркало, и вот его мир отражает, да, вот его внутреннюю суть, и в итоге он живет в черных красках буквально. Он не замечает своих чувств. Видите, вот в облаке его чувства, да, а он их не замечает, он от них отворачивается, но они есть. Этот кубок, он существует. Более того, если вы что-то ему предлагаете как свои чувства, как свою любовь, он пока как будто бы не видит. На самом деле все видит, все замечает, но как будто бы не видит, да? Есть ли у него корысть по отношению к вам? Вы знаете, бывает такое, что женщина мужчине помогает. То деньгами, то жилье, то еще что-то, да, кредиты там.
то как-то в долг может там ему дать, то есть не подарить деньги, допустим, отдать, или еще как-то морально помогает, жилеткой там, да, как вы выражаетесь часто в индивидуальных беседах. Но на самом деле, вот есть ли у него эта корысть? То есть, да, вы, может быть, ему помогали, но есть ли у него такой вот прям, что он не из чувств к вам, да, а из того, чтобы вот эту помощь только брать? Давайте посмотрим. Вышла карта «Алхимик». Это умеренность в стандартной колоде, а здесь это алхимик. Вы знаете, алхимик, он не корыстный человек, он поглощен своей жизнью, своей работой, своими какими-то занятиями. И нет такого, чтобы этот человек именно вот брал бы и вот из-за денег что-то делал, из корысти что-то делал. Да, алхимик часто ищет свой философский камень, это правда. Но это он делает самостоятельно. И опять же, дело тут не в корысти, а ему хочется вот что-то самостоятельно своими руками добыть в жизни, да, и сотворить. То есть, наоборот, человек как-то увлечен созданием себя, созданием чего-то интересного, поиском, да, поиском своего предназначения. Конечно, в этом есть некий эгоизм, но с другой стороны, да, человек такой может погружаться надолго в свои какие-то дела, занятия, но при этом это не корысть. Это, да, это есть эгоизм, но это не то, что он вами пользуется, да, а он может просто не замечать тех даров, вот не оценивать их по достоинству, которые вы делаете для него. Он может быть фанатиком, там, не знаю, себя, своего дела, там, погружаться, да, в состояние, что я хочу заработать, работать, найти там предназначение или вообще в поиск вот этот. Но это, да, это эгоистично. Это он не уделяет вам при этом времени. Но это не говорит о том, что вот, ага, я сейчас тобой воспользуюсь, хи-хи-хи. Вот понимаете как? Ну нет такого. Есть ли у него другая женщина? Кто-то есть у него сейчас? Ну, карта мага выпала. Карта мага говорит о том, что может быть какая-то женщина, кто на него магичит или делает какие-то привороты, там, да, порчи, что угодно. То есть у него-то 9 мечей же стоит не просто так. Он весь такой измученный, изнутри выкрученный, да, плюс 4 кубков к вам. То есть, мол, не замечаю своих чувств. Почему так? Потому что, скорее всего, на него или был в прошлом магический поклеп, да, карта мага не просто так, либо есть сейчас. И это не говорит о том, что он с ней в отношениях. Это говорит о том, что есть женщина, которая просто в нем очень заинтересована. Или заинтересована ему вредить. Есть ли у него чувство к какой-то женщине? Просто чувство даже, да, вот. Здесь выпала карта «Влюбленные». Эта карта, она показывает, что человек вас выбрал, вот единственную, неповторимую, так скажем, когда-то для себя. И эта карта, естественно, верности. Она не говорит о том, что вот после того, как он выбрал, он еще был в отношениях или отдавал свои чувства кому-то еще, понимаете? Лучше никого не буду любить, чем, ну, вот так вот буду что-то еще менять или предавать там, да, в чувствах именно. То есть, если что-то и было, и вы замечали кого-то другого, то это было не его искреннее желание, что ли, да, а вот как будто им кто-то помыкал. Потому что здесь влюбленные — это именно карта, показывающая к вам чувства, которые изначально, вот как человек как будто бы в этих чувствах какую-то клятву давал. И, мол, нашел свою уже любовь, да. То есть нет у него такого, чтобы он кого-то еще бы любил и кого-то бы еще там боготворил. Да, у него сейчас есть вот игнорирование этих чувств, но это не значит, что он испытывает к кому-то чувства. Вот так вот именно карты ответили. То есть карта влюбленная, она всегда карта, с одной стороны, притирки, да, вот я тебя вижу похожим с собой, и я что-то в себе не принимаю, и я не принимаю это в тебе, но я не вижу здесь никогда измены, понимаете, измены нет. Это именно в этой колоде, она вот такая, понимаете, вот есть ангел и есть двое влюбленных, которые расписываются в клятве, вот. Именно расписываются в клятве.
Почему он сейчас себя так ведет? Давайте посмотрим, почему он сейчас себя так ведет. Двойка кубков. Он считает, что он вас избавляет вот от своего плохого общества. Он из любви как будто это делает, или как бы из позитивных каких-то побуждений сделать вас счастливее. Он считает, вот избавлю себя от тебя и сделаешься ты счастливее. Понимаете? Вот он это делает, как будто бы что-то делает, как игнорирование или плохое отношение, как из любви будто бы. Интересно, карты ответили. Обычно мы не верим в это, и я бы не советовала. Вот если чуть-чуть даже история не похожа с вами, да, может быть, не советовала бы сильно погружаться в надежду, потому что двойка кубков говорит, именно из лучших побуждений человек действует. Именно как человека он вас любит и хотел бы вам на самом деле счастья, а себя считает плохим. И если он так действительно считает, я бы вам не советовала пытаться его, взять и спасти, да, но это только ваше решение. Однако именно так карты ответили. Здесь есть влюбленные, здесь есть двойка кубков. Я действую из лучших побуждений, я действую из доброй любви к тебе. То есть как он себя так ведет, вот именно из хороших побуждений, да. Наладятся ли ваши отношения? Туз жезлов. Шансы есть на самом деле в будущем. Шансы есть. Туз жезлов показывает искру. Здесь нужна искра. Что значит искра? Человек должен как-то понять, что вы к нему настроены позитивно, не осуждаете, да? То есть вам нужен откровенный разговор по поводу мотивов друг с другом, там, действий его, ваших мотивов, да, то есть нужно разобрать это по полочкам. Не все люди идут на откровенные разговоры друг с другом, особенно мужчины иногда не хотят, им больно, слишком боли много, и они боятся откровенных разговоров. Поэтому, не знаю, выведете ли вы его на этот откровенный разговор, но каким-то образом шансы зажечь искру в отношениях снова у вас есть. Что такое искра? Это когда ты улыбаешься, смотришь на человека с восхищением и радостью, да, вот у тебя вот есть вот это вот что-то вот к нему такое яркое, веселое, то, что он уловил, понимаете, и он в ответ зажегся. У него сейчас потухший взгляд, у него сейчас полный негатив внутри, и если бы вы добавили позитива хотя бы взглядом, это бы уже придало ему какой-то более решимости. И, конечно, зажглось бы что-то, да, вот, потому что чувство есть, и есть на чем разжигать. И также, если вы совсем вот не общаетесь, там, заблокированы друг у друга, может быть, какие-то более веселые посты, свои более веселые фотографии, что на самом деле вы жизнерадостный человек. Вот как-то так. Почему-то туз жезлов говорит, что да, шансы есть на то, что вы восстановите, наладите отношения. Что нужно сделать, чтобы наладились отношения? Вот какой-то совет к действиям еще, да? Вот видите, сила – это карта приручения дракона. Дракона как в себе, так и в нем. Я вам не советую даже с него начинать, а начать с себя. Какого дракона в себе вы хотите приручить? Подумайте. Может быть, у вас есть какие-то негативные привычки. Попробуйте их приручить. Попробуйте над собой поработать, устранить сначала негативные привычки. Вы знаете, это сильно освежает. Это делает ваш образ ярче, интереснее. Естественно, вы источаете молодость, счастье, обновление, да? Обновление клеток даже идет на клеточном уровне, когда вы что-то меняете в диете, добавляете спорт, бросаете курить, там, выпивать, что угодно. Да? Любые негативные привычки. Может, вы заедаете стресс, перестаньте это делать. Поработаете над собой, и начнется даже вот какая-то невидимая работа высших сил над ним и вашими отношениями. Не беритесь с него работать над ним, да? Не беритесь его приручать сейчас, не надо. Приручите себя сначала, полюбите себя. Есть ли у него серьезное намерение по отношению к вам? Восьмерка жезлов, конечно, говорит, что да. Конечно, есть стрелы к вам, да, вот летят. То есть внутренне человек стремится к вам и тянется к вам. И может даже с его стороны быть что-то неожиданное, то, что вы не думали и не гадали, что будет.
Давайте посмотрим, хочет ли он быть с вами. Видите, выпала карта именно повешенный. Вот он такой вот пират, да, который в жизни что-то прошел, получил опыт и знает, что ради отношений нужно чем-то пожертвовать, да. То есть вот он знает, что эти отношения дадут ему некие проблемы, но все же у него есть желание быть. Просто ему нужно как бы с чем-то в себе смириться и в вас смириться. И в этих отношениях с чем-то смириться. Вот интересно. Давайте посмотрим новости и подсказки от него именно. Тут у нас карта Иерофант. Он очень любит мораль на самом деле. И он очень любит, когда вы кристально чисты. И новость в том здесь, что если он увидит в вас эту чистоту помыслов, действий, чистоту в жизни, вот знаете, когда человек чистым живет, что он делает только хорошие, благие дела, может еще очень много чего поменяться даже в самом человеке. Но вам, я еще раз говорю, работать только с собой, из-за этого человек поменяется, потому что он, возможно, является вашей второй половинкой, и работая с собой, вы работаете с ним. Только так. Улучшайте себя, вы улучшите и отношения, и его самого. Вот такой ответ сегодня от карт. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам такой индивидуальный расклад понравился. Пишите свое мнение. Всем пока и до новых встреч.